Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Сегодня в программе. В Уфе состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжаня и главы Башкортостана Радия Хабирова, а также расширенное совещание с участием представителей правительств, парламента, министерств и ведомств. Новый чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Иналу Арзанба. Глава администрации города Сухум-Беслан Эшба и глава города Брянска Марина Дбар подписали соглашение об установлении партнерских связей и сотрудничестве. Студенты Башкирского государственного медицинского университета проходят выездную практику в Сухумском ботаническом саду. В Уфе состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжаня и главы Башкортостана Радия Хабирова. Обсуждались вопросы укрепления международного сотрудничества и реализации совместных проектов. Глава Башкортостана в приветственном слове отметил высокий потенциал развития абхазо-башкирских взаимоотношений и заинтересованность в сотрудничестве в области сельского хозяйства и туризма. Аслан Бжаня выразил признательность руководству республики за поддержку народа Абхазии. Уважаемый Аслан Георгиевич, приветствую вас в нашей республике, вас, вашу официальную делегацию. Для нас большая честь и большое удовольствие вас принимать. Вы для нас очень близкий народ. И я каждый раз все глубже изучаю, готовясь к встрече с вами для обсуждения с делегацией. Народ Абхазии очень мужественный, народ пережил очень непростые времена. Но что интересно, я анализировал, что время наших отношений Башкортостана и Абхазии – это время взаимной поддержки и дружбы. Поэтому я очень рад вас приветствовать. У вас насыщенная программа. Я надеюсь, что вы отсюда уедете большим количеством новых идей. Мы тоже с новыми идеями останемся. Мы хотим с вами сотрудничать. У нас есть что дать вам, у вас есть что дать нам. Это и продукция сельхозпродукции, это и туризм, это и ваши здравницы уникальные. Поэтому я полагаю, что наше общение позволит нам создать какие-то еще добрые, хорошие условия для дружбы наших народов. Спасибо, уважаемый Радий Фаритович. Я рад быть у вас здесь в гостях. На самом деле, как вы отметили, наши отношения характеризуются такими фактами, как взаимная поддержка, особенно в тяжелые времена для народа Абхазии. Ваша республика, первый руководитель республики, внес существенный личный вклад для решения тех проблем, которые мы испытывали. После этого мы испытываем эту поддержку и в дальнейшем, и сейчас. Каждый год почти получают образование определенное количество наших выпускников в ваших высших учебных заведениях. Это тоже огромный вклад в развитие нашего государства. В рамках моего визита мы обсудим другие направления, возможные направления нашего взаимодействия и сотрудничества, и убежден в том, что основы дружбы, основы симпатии, которые были заложены первыми руководителями, они будут иметь полную поддержку в нашем с вами лице и развитие. Спасибо за теплый прием. Спасибо. Затем президент Абхазии Аслан Бжаня и глава Башкортостана Радий Хабиров провели расширенное совещание по вопросам развития взаимоотношений с участием представителей правительств, парламента, министерств и ведомств. Руководитель региона во вступительном слове отметил давние крепкие связи между народами Башкортостана и Абхазии. Аслан Бжаня подчеркнул высокую значимость сотрудничества с регионами России и пригласил делегацию Башкортостана посетить Абхазию с визитом. Вся история взаимоотношений народов Башкортостана и Абхазии – это история взаимной поддержки и дружбы. Когда в 20-е годы в Поволжье был голод, Абхазия помогала нашей молодой республике продовольствием. А в годы Великой Отечественной войны в Абхазии проходили лечение и реабилитацию наши раненые воины. Кстати, в знак благодарности одна из улиц Уфы стала называться Абхазской. У нас есть Абхазская улица. Много молодых абхазов обучалось и в башкирских вузах во времена Советского Союза. И в особенности в новейшей истории, когда был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Башкортостаном и Абхазией. Мы развиваем партнерство в сфере экономики, образования, культуры. Многие наши жители, безусловно, отдыхали и знают здравницы Сухуми. В 2010 году Сухуми и Уфа стали городами-побратимами.
И сегодня мы будем считать и считаем, что ваш визит даст новый толчок развития наших отношений. С учетом тех отношений, которые сложились с вашей республикой, мы, конечно же, будем и обязаны наполнять их новым и новым содержанием. В настоящее время у нас идет процесс гармонизации законодательства с Российской Федерацией. Мы в еще большей степени будем открывать нашу экономику для российских инвестиций после того, как значительное количество государств объявили санкционные режимы в отношении России. Мы, конечно же, думаем, что наша территория может быть использована в плане реализации программы по параллельному импорту. Транзитные возможности могут быть задействованы. У нас 2 порта, мы имеем выход в этом смысле к другим государствам. Поэтому это одно из направлений, которым можно было бы воспользоваться. Другое направление – это туризм, сфера туризма. Там очень много аспектов, и мы рассчитываем на то, что в ближайшее время, в ближайшие годы эта отрасль важная для нашей экономики получит новое развитие. Мы занимаемся решением вопросов, связанных с упрощением работы пункта пропуска между Россией и Абхазией, пункта пропуска на Псоу. Уже идет работа, определен инвестор по запуску нашего Сухумского аэропорта. Идет направление работы, связанное с газификацией Абхазии. И все это российский капитал, российские компании. И, конечно же, мы хотели бы, чтобы ваши предприятия в этом приняли участие. Мы весь объем горюче-смазочных материалов завозим из России. Сейчас были некоторые сложности. В этом направлении тоже можно было повзаимодействовать. У нас есть государственная топливная компания, мы ее поддерживаем. Это тоже направление работы, которое могло бы быть интересным. Еще раз хотел бы, уважаемый Ради Фаритович, уважаемые коллеги, поблагодарить вас за прием, за теплый прием, который вами оказан. В свою очередь хотел бы просить вас о том, чтобы вы к нам приехали. И еще один вопрос, который я хотел бы отметить, это летний детский отдых. Дети должны все-таки, как это мне представляется, как это было в советское время, в хороших пионерских лагерях на берегу моря. Мы такую возможность можем предоставить площадку для строительства специального детского лагеря, если вы сочтете это нужным. Поэтому целый набор предложений у нас будет и у вас, и мы готовы по ним работать. Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров отметил перспективный потенциал внешнеэкономических связей двух республик. Он подчеркнул, что Башкортостан готов стать логистическим центром для продвижения товаров из Абхазии в регионы Урала и Поволжья и, в свою очередь, экспортировать сельскохозяйственную промышленную продукцию в Сухум. Спикер Народного собрания парламента Абхазии Лаша Ашуба и председатель Государственного собрания Республики Башкортостан Константин Толкачев в рамках встречи обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия. Затем состоялась церемония подписания документов о сотрудничестве между муниципалитетами. Борзянский и Мелеузовский районы Башкортостана заключили соглашение с Гагарским и Очимчирским районами Абхазии. Договоры позволят активнее развивать внешнеэкономические связи. В завершении рабочей встречи глава Башкортостана Ради Хабиров наградил президента Абхазии Аслана Бжаня орденом Дружбы народов за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между республиками. После совещания президента Абхазии Аслан Бжани и глава Башкортостана Ради Хабиров ответили на вопросы журналистов. Смотрите расширенный репортаж в нашей программе после выпуска новостей. В рамках визита в Башкортостан президент Абхазии Аслан Бжани и члены делегации утром 13 июля возложили цветы к монументу дружбы и к памятнику башкирского национального героя Салавата Юлаева в Уфе. В церемонии возложения цветов участвовал премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. К
другим новостям. В медиацентре МИД Абхазии новый посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Иналу Арзанба. Шургалин Михаил Александрович был назначен послом в Абхазии указом президента России Владимира Путина 31 мая 2022 года. Инал Арзанба поздравил нового российского посла с назначением и выразил надежду на продолжение активной работы в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Россией и Абхазией. Шургалин поблагодарил министра иностранных дел за теплый прием, подчеркнув, что очень рад находиться на гостеприимной абхазской земле, тем более, что последние несколько лет он занимался вопросами российско-абхазских отношений. Вопросов у нас очень много, вы знаете, это вопросы национальной безопасности, укрепления государственного суверенитета Абхазии, социально-экономического развития нашей республики. Огромная масса вопросов, по которым у нас есть потенциал для прогресса. Мы с вами это не раз обсуждали и в Москве. Убежден, что у нас получится добиться этого прогресса. Кроме того, ситуация достаточно напряженная в нашем регионе. Вы знаете, вот женевские дискуссии на паузе находятся. Это тоже достаточно острый вопрос. Они находятся на паузе не по нашей инициативе, не по инициативе России, а по инициативе западных стран и Грузии. Вот. Мы предлагаем поменять Женевскую площадку на другую, на менее ангажированное место, менее ангажированный город, где будут равные возможности, равные условия работы для всех сторон переговорного процесса. Мы очень рады тому, что в лице наших коллег из Министерства иностранных дел Абхазии мы находим настоящих друзей, настоящих соратников. Мы очень ценим, особенно сейчас, в условиях обострения международной обстановки, позицию Абхазии ясно выражена и в отношении признания Луганской и Донецкой республики, и в отношении специальной военной операции в целом. Мы очень ценим то, как наши партнеры в МИД Абхазии и партнеры республики в целом действуют в рамках согласованного механизма координации внешнеполитической деятельности. Хотелось бы надеяться, что союзнические отношения и отношения стратегического партнерства, которые у нас уже сложились и активно развиваются, и впредь будут служить очень прочным фундаментом для дальнейшего развития двусторонних отношений. В целях предотвращения, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней в Республике Абхазия распоряжением Кабинета министров на территории сел Лата, Чхалта, Генциш и Ажара Гулрипского района вводится карантин. Государственной ветеринарной службе предписано принять меры по установлению причин и условий возникновения и распространения африканской чумы свиней, а также организовать проведение ветеринарно-профилактических мероприятий, диагностических исследований животных. Кроме того, в ветслужбе необходимо усилить контроль за соблюдением ветеринарных правил и ввозом в республику сельхозживотных и продуктов животноводства. Администрации Гулрипского района предписано создать чрезвычайную комиссию по предотвращению распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней с привлечением специалистов компетентных государственных органов и учреждений, а также обеспечить финансирование вышеуказанных мероприятий. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте Кабинета министров. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба и глава города Брянска Марина Дбар подписали соглашение об установлении партнерских связей и сотрудничестве. В документе отмечается, что стороны будут строить свои взаимоотношения на принципах равноправия, партнерства и взаимной выгоды, руководствуясь основополагающими принципами международного права. Сухум и Брянск будут осуществлять сотрудничество в области местного самоуправления, культуры и искусства, науки, образования, туризма и спорта, здравоохранения, экологии, торгово-экономической и гуманитарной областях. Для нас это очень важное и знаменательное событие. Установление партнерских отношений, конечно же, накладывает на нас определенные обязательства. В первую очередь поддерживать дружбу и отношения, развивать связи во всех направлениях. Это образование, культура, спорт, экономика, разумеется. Вот. Мы со своей стороны готовы. Долго к этому шли, не потому что сомневались, были разные события, та же пандемия и так далее. Но, слава богу, все это в прошлом. Теперь мы уже готовы. От души нас всех поздравляю с этим очень знаменательным днем для нашей республики и для нашего города, разумеется.
Вот, уверены, что данное соглашение даст очень хороший импульс развитию нашего города, ну и, надеемся, и Брянска тоже. Уверена, мы будем продуктивно работать во всех ключевых направлениях, сферах жизни, вместе развиваться, делиться опытом, нарабатывать практику, помогать нашей молодежи становиться лучше, открывать новые возможности и перспективы. Пусть наша совместная летопись продолжается новыми успехами, яркими событиями и высокими достижениями. Апсны и Калайт, Этеншра Айтгалера, и Табуб Абзерас. Специалисты компании Foresight Medical проводят плановое техническое обслуживание компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ. Министр здравоохранения Эдуард Будба приехал в больницу, чтобы посмотреть, как проходит техническое обслуживание КТ. Техники заверили, что проблему аппарата не выявлено, и он будет функционировать в штатном режиме. В Абиги прошла защита диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук, младшего научного сотрудника отдела этнологии Асиды Гумба. Тема диссертации – история развития хореографического искусства Абхазова и современная действительность. Подробности в репортаже Шезины Ханагу. Танцевальные традиции абхазов – явление уникальное, отличающееся своей архаичностью, вариативностью лексики и техникой исполнения. В то же время танец – динамичное явление. Автор диссертационного исследования попыталась изучить досценические формы хореографии абхазов, определить особенности хореографической структуры, проанализировать морфологические и семантические аспекты танца, выявить характер и специфику жанровых особенностей на примере досценической хореографии. Диссертационное исследование посвящено историко-этнографическому анализу танцевального искусства абхазов. Абхазские танцы, будучи одним из наиболее древних аутентичных видов искусства, рассматриваются в качестве маркера этнической самоидентификации. Данное исследование является первой попыткой всестороннего анализа этнохореографии абхазов и представляет большой научный интерес для создания теоретической базы как нового научного направления, стоящего на стыке двух наук – этнографии и хореографии. В танцевальной культуре абхаза выделяются две формы ее существования – традиционно фольклорная и сценическая. Специфика досценического абхазского танца, его пластика и кинетическая культура основаны на традиционной системе мировоззрения этноса. Как отмечает в своей работе Асида Гумба, наблюдаются изменения абхазского танца. К примеру, взаимоотношения танцующих, амплитуда танцевальных движений как в мужском, так и в женском танце стало больше. Руки работают широко, размашисто и высоко. Акцент делается на закрытии рук, а не на открытии. Если буквально несколько десятилетий назад все движения ногами делались от пола, то сейчас движения ногами делаются в пол. Для написания диссертационной работы использовались работы ученых абхазоведов Аджинджал, Акаба, Аргун, Арш, Баачук, Бигуа и других. Также источником послужили материалы исследований самой Асиды Гумба, проведенных в 2018-2021 годах в Гудаутском и Ачумчирском районах. Проанализировав современные реалии хореографического искусства абхазов, мы можем сделать заключение, что танцевальное искусство абхазов перешло из фольклорного в сценический этап и в данный момент находится в народно-сценической фазе. На защиту диссертации поступил отзыв ведущей организации Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. Отзыв озвучила кандидат исторических наук Нала Касланце. Теоретическая значимость исследования определена тем, что в работе прослеживается процесс формирования народных танцев абхазов, выявляются основные этапы и фазы развития народных хореографий абхазов, выявляются типы и функционирование, назначение танцев, вводятся в научный оборот новые танцевальные термины. Практическая значимость исследования заключается в применении теоретических и методологических выводов в сфере профессионального хореографического образования, в составлении и апробации лекционных курсов. Научный руководитель диссертационной работы – доктор исторических наук Валерий Бигуа. Официальными оппонентами выступили доктор исторических наук Умар Ман и кандидат исторических наук Зарема Кешева. Я думаю, что она сделала очень полезное дело. Почему? Потому что тут говорили, мало изучено, не изучено, ни одной работы в Абхазии нету. Это первая ласточка. Обращение соискателя к проблеме неизученного в отечественной науке абхазского танцевального искусства без сомнения повышает ценность выполненного исследования.
Асида Гумба успешно защитила работу. Путем голосования ей была присвоена ученая степень кандидата исторических наук. Шазина Ханагу, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Студенты Башкирского государственного медицинского университета проходят выездную практику в Сухумском ботаническом саду. Ее цель – исследование и уход за лекарственными растениями. Как проходят занятия и что нового удалось узнать, с молодыми людьми пообщалась Эсма Гуланзе. Это вовсе не прополка сорняков, как может показаться на первый взгляд. Здесь занимаются студенты Башкирского государственного медицинского университета. Молодые люди проходят в ботаническом саду практику по фармакогнозии. Наука со сложным названием изучает лекарственное сырье растительного и животного происхождения. Выездная практика – хороший способ закрепить теоретические знания. Изучаем растения Абхазии. Собираем гербарий, собираем сырье. Мы тут много узнали очень новых растений, лекарственных видов. Но это для нас очень интересно, так как мы только на 3-м курсе, и мы как раз изучаем фармакогнозию. Мы, грубо говоря, совмещаем полезное с приятным, и работаем здесь, и учимся, и одновременно отдыхаем. Ботанический сад наш как тебе впечатлил, не впечатлил? Да, впечатлил. Именно в Абхазии есть достаточное количество растений, которые произрастают именно в этой климатической зоне, чаще всего в Абхазии. У нас в Уфе таких растений нет. Помимо растений лекарственных, которые здесь произрастают, от низкорослых экземпляров до высоких деревьев, нам очень понравилось, что есть здесь растения, которым больше 100 лет. 350, гималайские сосны. Очень впечатлили растения на самом деле. Помимо этого мы ходили на выездные экскурсии в Новый Афон, монастыри. 10-й год студенты БГМУ проходят выездную практику в Сухумском ботаническом саду. Такая работа формирует навыки и умения, необходимые для профессиональной деятельности провизора. Если брать нашу республику, в основном это растения умеренной флоры, то здесь как раз субтропическое, здесь очень много культурных растений, выращенных, лекарственных, особенно, то есть это эвкалипты, можжевельники, сосны, и лаванда, есть и культурные сорта, и другие какие-то базилики, в основном эфиромасочные лекарственные растения. Мы как раз изучаем их особенности произрастания и культивирования. Мы сегодня только обсуждали, хотят ли они домой не хотят, сказали, очень понравилось, еще бы остались. Институт ботаники АНА не первый год взаимодействует с Башкирским государственным медицинским университетом. Между учреждениями подписан договор о научном сотрудничестве. Когда они проводят международные научные конференции, мы участвуем, и они участвуют, когда мы проводим. Недавно они были на Аватхаре, мы там имеем горный научный стационар. Мы ежегодно там проводим научные исследования. И я хочу сказать, что и они довольны, и мы довольны. И хочу отметить, что они всегда идут навстречу нам. Там учатся многие студенты из Абхазии, и по нашей просьбе они нам помогают. Площадь ботанического сада составляет свыше 30 гектаров. На этой территории произрастают множество видов флоры. Часть растений известна своими лечебными свойствами и применяется как в научной, так и в народной медицине. Эсма Гуланзе, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. Абхазский государственный университет продолжает прием документов от абитуриентов до 15 июля включительно, ежедневно с 10 до 16 часов. Дополнительную информацию можно получить в приемной комиссии АГУ по телефону 223 10 22 или на официальном сайте. 14 июля на Сухумском стадионе «Динамо» впервые в истории абхазского футбола состоится матч чемпионата города Сочи по футболу. Об этом сообщается на сайте Госкомспорта. Футболисты команды Абхазского государственного университета встретятся с Аланией. Начало матча в 17 часов. В рамках чемпионата Сочи абхазская команда провела 11 игр. На ее счету 7 побед, 2 ничьи и 2 поражения. На данный момент команда АГУ с 23 очками расположилась на 7-й строчке турнирной таблицы. Алания на 8-й строчке с 17 очками. В прошлом сезоне абхазские футболисты стали серебряными призерами чемпионата.
О прозрачности работы лечебных учреждений, о том, как должны выстраиваться отношения между пациентом и медперсоналом. Можно ли их назвать цивилизованными? Больница с государственным статусом не может вести себя как частная платная больница. Разговоры о платной и бесплатной медицине и о роли главврача в деятельности медицинской организации. Участники обсуждения – главный врач городской клинической больницы Вячеслав Абухба и главврач Галской районной больницы Астамур Гамге. О важной теме – с долей злословия в программе «Аргама» в нашем вечернем эфире. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 14 июля, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и до полудня временами дождь, переходящий в ливневый с грозой. Туман. Температура воздуха ночью 15-20, днем 20-25 градусов. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.